Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас мини-репортаж с нашей передержки, о которой мы вам уже рассказывали. Благодаря вам наши хвостики в безопасности, сытые и не мокнут под дождем и снегом. Холли? Ой, сколько запахов там! Фу, фу, иди сюда. На, вот это вот можно. Вкусняшку можно. На, Коля, будешь вкусняшку? Ты позируешь, что ли? Ночка? Ой, как в камере. Красивая какая девочка. Да. Да, какая девочка красивая. Да. Пойдем. Ночка, пойдем. Пойдем? Пойдем. Ты молодец. Пойдем. Вот так. Ты мне лапы даешь и сразу... Ага, волшебную сумочку, да? Волшебная сумочка тут у меня есть. Да. Да, скажи, волшебная. На, вкусняшки. К сожалению, пристраиваются хвостики сейчас в большинстве своем очень долго. Некоторые сидят по 2-3 месяца, кто-то уже более полугода. Конечно же, мы стараемся как можем побыстрее найти им дом. Мы размещаем их на платных площадках, в соцсетях, на своих соцстраницах. Стараемся через друзей, знакомых тоже предлагать и пиарить наших хвостиков. Но не все из них быстро уезжают домой. Поэтому мы не можем брать новых якутят, не можем спасать новых нуждающихся, пока наши уже спасенные хвостики находятся на передержке, а не дома. Потому что финансово у нас очень все сложно. Умничка, умничка. Байрон молодец. А сидеть Байрон. Молодец. Передержки в большинстве своем все платные. Плюс еще дополнительно на многие из них нужно покупать корм. И, к сожалению, из-за финансовой составляющей, пока те хвостики, которые находятся на передержках, не уедут домой, новеньких мы брать не сможем, потому что постоянно требуются какие-то финансовые вложения. Это стерилизации, кастрации, обработки от глистов, от клещей, плюс всевозможные медицинские манипуляции. Вот вчера, приехав на передержку, я увидела, что у нашей Руны опухла лапка, и она прихрамывает, старается на нее не наступать. Поэтому пришлось записаться на прием, и сегодня мы с ней были у врача-хирурга-ортопеда. Руночка, дай лапку посмотрю. Подожди, дай лапку посмотрю. Подожди, лапку дай посмотрю. Да, вот опухшая. Вот она поэтому, да, и прихрамывает. Руна? Да, угу. Ну все, надо будет записывать ее. Рентген надо будет сделать, наверное, снимок. Рентген нам делать не стали, так как врач сказал, что это будет не информативная абсолютно статья расходов. Поэтому по его предварительной версии Руна, просто играясь, бегая, она девочка очень активная, молодая, видимо, ударила лапу, может быть, там где-то между досок попала, ну, сейчас это непонятно, но в любом случае она просто ее травмировала. Поэтому нам выписали лекарства на 7 дней, мы принимаем противотравматические лекарства, таблеточки.
И по истечении этого срока будет понятно, если результат будет положительный, ну, значит, действительно так оно и есть. И мы надеемся, что ничего серьезного все-таки у нашей руны нет. Еще в клинике побывала Пухля, сдали с ней анализы на дирофилариоз, потому что все-таки заболевание серьезное, надо полностью подготовиться, все понимать и начинать уже лечение. Поэтому, к сожалению, статьи расходов по медицинским показаниям очень часто возникают внезапно, и от этого никуда не деться. Ой, будь здорова, не болей. Пухличка, пойдем, девочка. Вот мы приехали в ветклинику. Наших новеньких прилетевших, Брюса и Сару, надо готовить к стерилизации и кастрации. Плюс на подходе наши молоденькие девчоночки Холли и Ночка. Ну, еще месяц-другой, и их тоже надо будет стерилизовать. Это абсолютная необходимость. Эти расходы, они обязательные. Мы очень просим поддержать наших хвостиков финансово. Давайте попробуем устроить для всех, кто на данный момент находится на передержке и пока, к сожалению, не дома, день стольника. Каждому из них требуется оплата передержки. И без вашей помощи нам никак не справиться. Мы очень хотели бы спасать, брать новеньких, но нам необходимо сейчас найти дом тем, кого мы уже спасли. Это наша основная задача. Иначе это не спасение. Друзья, от каждого из вас сейчас, пока хвостики еще не дома, зависит благополучие наших спасенных якутят.